Арктика – это территория, которая сегодня прикована внимание всего мира. А в России регионы за полярным кругом в скором времени обзаведутся новой стратегией развития до 2035 года. Такую задачу поставил президент страны. Эта программа объединит сразу несколько направлений. Это социальные, инфраструктурные проекты, преференции для бизнеса. В общем, все для того, чтобы сделать жизнь жителей арктических районов России по-настоящему достойной. Причем в последнее время к северным территориям приковано внимание и наших зарубежных соседей. Так почему Арктика сегодня – это одна из главных тем на мировой повестке? Об этом мы поговорили с экспертом экспертного центра проектного офиса Арктики Александром Воротниковым. Александр Михайлович, первый вопрос. С чего такой большой интерес к Арктике сегодня возникает? Интерес к Арктике, он вызван тем, что Арктика содержит вообще достаточно большое количество полезных ископаемых. Там есть уникальные месторождения. А с другой стороны, так как эта Арктика далеко, очень многие из них не разработаны и не использованы. Да? И, в общем-то, Россия, Советский Союз постоянно открывали в Арктике новые месторождения. А если уж говорить дальше, да, это Арктика, это и безопасность нашей территории, это Северный морской путь, и так далее. Да. Но можно ли говорить о том, что именно в последние годы такой большой брошен ресурс на развитие Арктики? Как говорит, большие средства брошены, они пока не брошены, они сейчас планируются. Ведь для того, чтобы, как говорит, бросить большие средства туда, должны быть проекты, которые будут государство финансировать. Сейчас такие проекты уже в Арктике есть. Это самые первые, такие можно назвать, Мурманский транспортный узел, да, новый там порт Лавна строится. Это Северный широтный ход, который сейчас делается. Это реализуется программа по развитию инфраструктуры Северного морского пути и так далее. Да, и сейчас готовится новая стратегия до 1935 года, арктическая, и в которой будет прописана региональная часть конкретно, где каждый регион будет представлен там, да, со своей арктической частью. Такие якорные проекты должны быть в разных регионах Арктики. Конечно. А в Якутии есть такие проекты? Конечно, есть. Такой явно, который сейчас реализует, да, это Жатайская судоверфь. Судоверфь будет строить суда класса, которые вообще необходимы для северного завоза, вообще для развития арктической зоны. Класса река-море, да, они просто необходимы. Это первое. Вторые такие проекты, которые связаны опять с Арктикой, да, это те месторождения, которые находятся на побережье Северного Ледовитого океана и которые собираются развивать. Якутия вообще в этом смысле в арктических проектах она будет не то что пионером, да, она будет лидером, на мой взгляд, лидером реализации вообще проектов Арктики. Вы уже сказали о том, что присоединили 8 районов республики к арктической зоне. И как вы думаете, насколько это повлияет на развитие всего нашего региона? Да, насколько это для нас важно? Все же понимают, да, что, в общем-то, в Арктика дает определенные преимущества работы бизнесом, предпринимательством. Да? Сейчас готовится новый закон о поддержке предпринимательской Про деятельности. преференции какие-то для бизнеса? Конечно, да. Они обязательно будут для арктической зоны. И включение 8 регионов еще дополнительно к тем 5, которые были, это возможность получить преференции. Это очень важно, да, потому что, в общем-то, я бываю периодически в Якутии, я понимаю, насколько тяжела и трудна жизнь в этих районах, да, хотя бы их транспортная доступность. И поэтому, естественно, так сказать, то, что эти регионы сейчас включили, это дает им эти 8 улусов, да, это дает им понимание того, большой шанс, что они смогут нормально развиваться. Если говорить про Арктику, наверное, невозможно не говорить о проблемах региона, да? Какие есть основные, может быть, ключевые, вы можете отметить по списку? По списку? Самое простое, да, транспортная доступность, да. Северный завоз, опять, очень серьезная проблема, да, для Якутии тем более, говорит, да, Еще одна проблема тоже Арктики, проблема обеспечения электроэнергией. То есть, как не смешно, да, Арктика у нас самый большой такой регион, который поставляет энергоресурсы, да, но в Арктике очень большая проблема с электричеством, да, потому что нет энергии. Хотя Якутия, да, самая крупнейшая в мире
построена электростанция, да, на солнечная, за полярным кругом. То есть вот этот опыт, он не развивается, хотя он сейчас идет частично, начинает вот как бы и в отдельных в Архангельске, появляется еще где-то, но такой массовой политики вот этой генерации в Арктике нет. То есть вот видите, вот так сказать, достаточно много проблем. Вот для Якутии, например, ну не только для Якутии. В ноябре в Москве состоится форум «Дни Арктики», и одной из главных тем этого форума будет экология. Вот насколько этот вопрос сейчас актуален? Неужели есть такие большие проблемы? Во-первых, там накоплен огромный экологический ущерб. Да? То есть в течение десятилетий все, что возилось в Арктику, все там оставалось. Теперь эту проблему надо решать. Причем, как бы, эта проблема, вот, ну, на мой взгляд, это не регионов, в котором, не той же Якутии, скажем, да, либо не того же Ненецкого автономного округа. Это все проблема федеральная. И, на мой взгляд, необходима программа вот, ликвидации вот такого накопленного экологического ущерба, чтобы решать его централизованно. Ну, наверное, при разработке будущих месторождений в Арктике тоже нужно учитывать какие-то особенности, да, Ну, природы, и это тоже экологический вопрос. это очень важный вопрос. Вот как раз вот в этом направлении очень активно наш центр сейчас работает. Пора, да? Понимаете, мы сейчас что хотим сделать, ввести? Мы хотим ввести так называемый экологический стандарт. Как компания должна работать в Арктике, чтобы не нарушать ее экологию. Если она экологический стандарт не соблюдает, она в Арктике работать не имеет права. Арктика – это очень хрупкая экологическая система, да, ее нарушить очень легко. А с другой стороны, мы тоже все знаем, да, что Арктика – это вообще формирует всю погоду на нашей планете. Да, и если мы нарушаем ее экологию, то, в общем-то, мы этим задеваем весь мир, не только свою арктическую зону. Если говорить о туризме, насколько именно туристическая отрасль может помочь в развитии арктической зоны? Во всем мире туризм – это экономика. И вообще экономика многих стран, там, и вы сами прекрасно знаете, она развивается только на туризме. Ну, возьмем Испания, Таиланд там, и так далее. Да, именно туризм – это вообще, так сказать, 20-30% в экономике. Как раз Арктика дает туристу много, да, и экстремальность, да, и красоту. И вот понимание этой запредельности, да, вот, что вот, и вот, что он этого больше нигде никогда не увидит. И вот, а эти факторы вообще не используются. А чего не хватает Якутии для привлечения еще большего количества туристов в наш регион? С точки зрения туризма, Арктика – это не дешевый туризм, да? Выход из этого какой? Есть такое понятие, как глэмпинг, да, то есть это вот туризм экологический для богатых. Это тоже мы можем сделать у себя, да, именно ориентируясь вот на такого туриста, который готов заплатить за то, что он побывал в таком месте уникальном, да, но ему нужны условия ровно такие же, как он будет в Таиланде или в Дубае, да, 5-7 звезд ему нужно. И это реально сделать. Есть такой пример, уже первый в России есть. Это Мамонт Камп, который находится в Мурманской области, где людям создают такие условия, да, вот, как в хорошем пятизвездочном отеле. Соответственно, там тур уже все раскуплен на 5 лет вперед. Вот сейчас я пытаюсь, да, вот такое же сделать в Якутии, в Среднеколымском районе. Там и горы, и река Колыма, охота, рыбалка, да, там вот чир, да, вот известная якутская рыба, которая называется чир. Вкуснее которой вообще, в принципе, мало чего можно найти, да. В этом году федеральное правительство объявило о том, что готово выделить Дальневосточным центрам экономического развития 15,5 миллиардов рублей, и треть из этой суммы, 5,5 миллиардов, будет направлена в Якутию. Как вы думаете, с чем связано то, что именно нашему региону досталась такая сумма? Выделение таких денег – это обоснованно. Причем, если посмотреть на сами эти проекты, да, они, в общем-то, с точки зрения не только социальной, да, потому что проекты социальные, но и экономически очень важны для республики. Вот смотрите, детский отдых, да, вот это сделали, там, санаторий для детей, да, но это же очень важно, да, почему? Это дети, которые потом будут жить в Якутии, это якутское будущее, да, и, в общем-то, здоровые дети – это не только здоровый сан, значит, будет здоровая экономика. То есть это те люди, которые будут в якутской экономике работать. Второй большой проект, да, это Кангаласы. Школа-сад, да, там получается 100
10 мест детский сад, 220 школ. Но это тоже важно, да? Ведь Кангаласы, да, это территория опережающего развития. Придут туда работать молодые специалисты. Раз они молодые, они будут развиваться и размножаться, да? У них будут дети появляться. А детям нужен детский сад, детям нужна школа. И понятно же, а куда потом деть ребенка, да? Вот есть детский сад, есть, школа есть. Конечно, это позволит и удержать, кто работает в этих кангаласах, молодежь, ну, Тор Кангалас, плюс еще и привлечь их туда. То есть, понимаете, четко, да, вот это проект на перспективу, на развитие, на инновационное развитие республики. Ну, а то, что мы касаемся это самого кардиодиспансера, да, ну, это вообще важнейшая вещь. Сейчас можно прямо сказать, да, что здоровье населения и ум населения, мозги населения, да, это два важнейших экономических фактора развития любой территории. Чем умнее и чем здоровее люди, тем более эффективно будет развиваться экономика. Якутия добилась выделения столь солидной суммы на развитие социальных, инфраструктурных проектов. И как вы думаете, насколько это связано с работой главы с федеральными органами власти? Ну, мне вот, ну, мое личное мнение, да, наверное, сейчас никто так активно не работает с федеральной властью, как Александр Сергеевич. Причем, вот я обратил внимание, да, в республике постоянно проходят события либо международного масштаба, либо федерального. И постоянно в регионе находятся очень крупные федеральные чиновники, министры, вице-премьеры, да. Совсем недавно вот даже прошел такое событие международного масштаба, да, выездное заседание, да, Восточно-экономического форума. Работа ведется Александром Сергеевичем как с федеральным органом власти, чтобы было финансирование федерально, так и с иностранными инвесторами для того, чтобы привлекали для работы в Якутию. То есть вот такое привлечение и федеральных чиновников, и иностранных каких-то инвесторов, именно приглашение их в регион, и, да, и создание для них каких-то мероприятий, форумов. Конечно. Понимаете, для того, чтобы пришел инвестор, ему надо сначала показать, а что у вас есть. Да, инвестор должен увидеть, какие у него есть возможности, а как вообще власти относятся к этому. Да? То есть вот они готовы с ним работать, не готовы. И вот проведение таких мероприятий именно показывает инвестору, да, власть заинтересована в работе. Александр Михайлович, спасибо вам за интересную беседу. И вам спасибо.